Добрый вечер, 13 октября, 959-й день аннексии Крыма, в эфире новости. Посадили на 2 месяца. В оккупированном Крыму продолжаются суды по избранию меры пресечения 5 крымским мусульманам, дома которых обыскали вчера. Тимура Абдуллаева арестовали до 11 декабря 2016 года. Ожидаются решения относительно других крымских татар, которых обвиняют в причастности к организации Хизбут Тахрир Аль-Ислами, запрещенной в России. Подконтрольный Кремлю крымский муфтият ранее обещал защищать своих соотечественников в Крыму. Теперь признает задержанных мусульман террористами. Эмирали Аблаев участвует в Евразийском исламском форуме. Нашим журналистам удалось пообщаться с российским муфтием Крыма в Стамбуле. Быть внимательными к организации Хизбут Тахрир, чтобы обезопасить себя и свои семьи. Такое заявление разместили на сайте муфтиата после вчерашних обысков и задержаний в Крыму. Соседи Эмиля Джалядинова, задержанного ФСБшниками, говорят о том, что не стоит ожидать помощи от муфтиата, поняли еще вчера. Пригласили он телеканал «Миллет» и приехали. Вот наш «Миллет». Муфтията никого нет. Никого нет. Из правительства. Вот живут на нашей улице. Правительства никого нет. Это видео 2014 года. Тогда в интервью одному из крымских телеканалов Эмирали Аблаев уверял, муфтиат не сдаст ни одного мусульманина в Крыму. Никого из нашего народа мы не выдадим. На протяжении 15 лет мы просили президента не регистрировать различные религиозные организации. В нашей многовековой истории их никогда не было. Но если сегодня нас пытаются рассорить между собой, мы не выдадим никого ни СБУ, ни прокурору. За 2 года риторика муфтия по Хизбут Тахрир кардинально изменилась. Вот как он прокомментировал вчерашнее задержание журналисту АТР. Сегодня Крым стал частью российского государства, где организация Хизбут Тахрир признана террористической и запрещена Конституцией. Но после 10-15 лет связи с Хизбут Тахрир наши ребята этого не понимают. За последние 2 года, которые мы с Россией, нам дали время избавиться от этого течения. Поэтому мы говорим нашим ребятам, что нельзя так, прекращайте, мы объясняем, наставляем на верный путь. К сожалению, за 2 года мы с этим не справились. Окружение муфтия обращает внимание на микрофон журналиста. Раньше Эмирали Аблаев был частным гостем на телеканале АТР. Теперь же обвиняет в нечестности и необъективности. Allah sizlere insaf versin, namus versin, adalet versin. Başka bir şey söylemeyeceğim. Çünkü yaptığınız Türkiye, Kiev'deki yaptığı adaletsizlik, yazdıkları adaletsizlikler hiçbir kitaba sığmay. Ama onun da vebalini Allah senden de soracak, senden de soracak. Yazan sensin, doğruyu göstermeyen, niçin doğruyu göstermedin diye sizden soracak. Наталка Калинка, Эмине Халил, Владлен Мельников, Zaman, АТР. Еще 17 детей остались без кормильцев. Речь идет о детях 5 мусульман, которых обвиняют в терроризме. Сейчас родители 64 детей сидят в российских тюрьмах. Инициатор общественного движения «Бзым Баллар» Лиля Буджурова призвала помочь этим семьям. Детскую комнату перевернули. Забрали моего мужа. Сказали, что он террорист. У меня просто слов нет. Достались дети у меня на руках, 4 детей. Что будет дальше, я не знаю, потому что нам ничего не говорят и не объясняют. Просто мотивируют это тем, что вот вы обвиняетесь в терроризме и все. Забрали наши семейные сбережения, забрали планшеты наши. Ребенок мне сказал, говорит, мам, я этот ужас никогда не забуду, я его буду помнить всегда. ФСБ допросила членов Меджлиса Наримана Джиляла и Ленмара Юнусова. Причиной вызова стало уголовное дело в отношении заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова по статье «Сепаратизм». Федеральная служба безопасности в качестве свидетелей по этому делу вызвала 4 представителей Меджлиса. Эмине Авамилевой и Мустафе Маушеву также надлежит явиться в офис ФСБ. Следователи на допросе интересовали обстоятельства нашего знакомства с Ильми Умеровым. Также знаю ли я
о той передаче, слова в которой вменяются в вину Ильме Умерову, вижу ли я в этих словах какие-то призывы и так далее. Вот. Ну и интересовались, что мне известно о позиции Ильмы Умерова касательно территориального статуса Крыма и так далее, и так далее. Но в большей части вопросов я воспользовался статьей 51 Конституции России и отказался давать показания, в первую очередь касающиеся меня лично. Что касается видеозаписи и конкретной фразы, из-за которой сегодня судят моего друга и коллегу Ильму Умерова, то я заявил, что никаких призывов в этой фразе я не вижу. И никогда каких-либо призывов к противозаконной деятельности от Ильмы Умерова я никогда не слышал. Человек имеет право высказывать свое мнение по любому интересующему его вопросу. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила выборы в Крыму и призвала к продолжению санкций против России. В принятой резолюции отмечается, что проведение выборов в Госдуму грубо нарушает международное право и ставит под сомнение легитимность избранной Думы. В резолюцию также вошла поправка рекомендации странам ЕС не снимать с России санкции до восстановления Украиной контроля над оккупированными территориями. Ці резолюції, які були ухвалені вчора, вони визначили ті проблеми, які в тому числі були після окупації і агресії. Я говорю зараз і про заборону меджлісу, я говорю зараз і про те, що ПАРЄ підтвердила присутність російських військ на території на Сході. Ми говоримо зараз і про наших політв'язнів, про те, що Росія їх не звільняє, і цілу низка інших проблем, про неможливість захищати свої права на території Сходу, наприклад, в тих судах, які існують, тобто неможливість добитися правосуддя. Ми звертаємося до Міжнародного кримінального суду, де ми подаємо всі факти про скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людства. Це раз. Друге, ми подаємо до Міжнародного суду ООН, де ми намагаємося притягнути відповідальність Росії до того, що вона порушила конвенцію щодо ліквідації там расової дискримінації. Россия проигнорирует очередную резолюцию ПАСЕ. Об этом в Страсбурге сообщил член украинской делегации, лидер крымских татар Мустафа Джемилев. В частности, он напомнил, что за 2 года аннексии парламентская ассамблея приняла несколько резолюций, направленных на защиту прав человека и прекращение агрессии. Однако Россия по-прежнему не выполнила ни одного требования. Россия не только не собирается уходить из Крыма, но усиленными темпами превращает Крым в мощную военную базу, которая представляет уже угрозу для всего Черноморского региона. Одновременно Россия различными репрессивными методами вытесняет коренное крымско-татарское население из Крыма и в огромном количестве привозит из Российской Федерации людей на оккупированный Крым. По всей вероятности, не будут продолжать впускать туда и международные организации для мониторинга прав человека. Точнее, будут пускать только тех, которые через Москву в нарушение нашего украинского законодательства будут ездить в оккупированную территорию, встречаться с оккупационными властями и некоторыми коллаборантами, а потом рассказывать мировой общественности и своим избирателям о том, как прекрасно живется в условиях оккупации. И я в этой связи хотел бы поблагодарить выступавшего передо мной депутата Ле Боргни, который извинился за депутата из Франции, незаконно посетивших оккупированный Крым. Уровень свободы и безопасности в оккупированном Крыму сейчас очень напоминает самые мрачные годы сталинского режима. А по некоторым признакам она даже хуже. По крайней мере, при советской власти, при Сталине не убивали тайно, не выкрадывали, не убивали. Там была четкая процедура репрессий и убийств людей. Сейчас этого нет. Сейчас могут просто люди исчезать. Днепровский райсуд Киева по делу экс-депутата Крымского парламента Василия Ганыша допросил активиста из Феодосии. Ганыша обвиняют в государственной измене. Результатов экспертизы видеосюжета телеканала АТР, в котором снят Ганыш при принятии Российской Конституции Крыма, до сих пор нет.
В коридоре суда стоят обвиняемые в государственной измене Василий Ганыш, его адвокаты и активист из Феодосии Олег Акназаров. Его допрашивают в качестве свидетеля защиты. По его словам, экс-депутат Крымского парламента был проукраинским политиком. 25 февраля 2014 года у нас в Феодосии есть казачество, возглавляет ее бывший, так сказать, уголовник Юрий Миних, и который орал там против всех, что Ганыша надо гнать из полкома, потому что это бандеровец. После допроса адвокат обвиняемого Андрей Руденко выступил с ходатайством просмотреть видео, но на закрытом судебном заседании. На нем двое крымских татар, которые сейчас живут в оккупированном Крыму, якобы говорят о позиции Ганыша. Записали их в прошлом году. Вони якісь пояснення дають на цьому? Так, вони дають, це як інтерв'ю, пояснення з приводу обставин справи. Це відео не може мати статусу свідчення фізичних осіб під присягою, але як документ у вигляді відеодоказу ми би хотіли його оглянути. Об этой видеозаписи обвинение слышит впервые. Шановний суд та інші учасники процесу, державному обвинувачення додатковим матеріалом сторони захисту не відкривали станом на 13 жовтня. Суд вважає за доцільне роз'яснити стороні захисту, що перед тим, як вирішити питання про дослідження будь-якого доказу, сторона захисту повинна відкрити матеріали стороні обвинувачення, у зв'язку з чим суд повертає диск захиснику. Экспертиза видеосюжета АТР о принятии Российской Конституции Крыма в суд до сих пор не поступила. Следующее заседание назначили на 14 ноября. Эльвира Сидбулаева, Асан Эминов, Заман, АТР. Фильм о лидере крымских татар покажут на кинофестивале «Молодость». Лента «Мустафа» вошла во внеконкурсную программу. Это кино об украинском политике и общественном деятеле Мустафе Джемилеве. Также на «Молодости» вспомнят кинорежиссера Олега Сенцова. В этом году в фестивале примет участие крымско-татарский режиссер Нариман Алиев с короткометражным фильмом «Без тебя». Ми не можемо не згадати про ті страшні події, про ті злочини сталінського режиму, які були і направлені проти татарського, кримсько-татарського народу. І сьогодні ми це чуємо, які обшуки йдуть у Криму, що відбувається з забороною Меджлісу. І я думаю, що цю картину буде дуже цікаво подивитися. Вона присвячена, безумовно, центральна постать – це Джемільов. І дуже багато робиться. Ще нам подзвонили, сьогодні зробили і документальний фільм про Джамалу. Але, на жаль, ми не встигаємо його показати вже, мабуть, але що ще вигадаємо. Тобто будуть ще і приємні несподіванки. Це документальний фільм. Ми показуємо його окремо як спеціальну подію. І дуже сподіваємося, що цей фільм буде включено до офіційної програми Берлінського фестивалю. Те, що стосується Сенцова, у нас не закінчується, присвячено завжди. Ми працюємо спільно з Європейською кіноакадемією, яка за нашою ініціативою почала цю підтримку Олега Сенцова. І, безумовно, ви побачите Олега Сенцова на екранах поки що. І ми, як все наше суспільство, за нашого друга, який починав свій творчий шлях на кінофестивалі «Молодість», безумовно, продовжуємо боротися. Искусство против войны. В Киеве состоялась выставка-аукцион творческих работ ветеранов АТО и больных легочной гипертензией. Собирали средства для семей погибших во время военных действий на востоке Украины. Подробнее в сюжете. Андрея призвали в первую волну мобилизации. Полгода он был под обстрелами. После ранения вернулся к мирной жизни, но говорит, что адаптироваться было крайне тяжело. Тогда начал вышивать бисером. Я спати не міг, я 2 місяці зовсім не спав. І то я так побачив, хлопці вишивають. Я думаю, бісером попробую. І так почав бісером. На руки тряслися. Вже знаю, що не стріляють ніхто, але все рівно не міг.
Организаторы хотят показать, как воины после возвращения из АТО поддерживают друг друга и привыкают к мирной жизни. Ставя цель новой жизни, да, найти себя в это трудное послевоенное время для ребят, они поставили целью еще благотворительного аукциона собрать деньги на помощь семьям тех, чьи родные погибли в этой войне. На даній виставці близько 45 робіт. Це що стосовно картин. Близько 32 робіт – це вироби з ювелірні. Це жетони кожного окремого військового формування України. Це ювелір, він не боїться того, але він робить такі речі для бійців АТО. І є у нас роботи, які вишиті бісером. На выставке играли на пианино, пели авторские и украинские народные песни. Художники и мастера рассказывали о своих произведениях. На аукционе были представлены более 40 картин, около 30 серебряных кулонов с изображениями гербов бригад АТО и изделий ручной работы. Благотворительный вечер посетили около 100 гостей. Ці твори спонукають нас думати не тільки про себе, але й про людей, які несуть в цих витворах мистецтва свій якийсь енергетичний посил, свою ідею. Враження справляє дуже сильне. Картини всі прекрасні, всі чудові, кожна несе свою тему, свою душу автора. Видно в кожній картині, що це є щось особливе для кожного з авторів. Кожен виливає щось своє туди, хтось негатив, хтось позитив, якусь частинку життя. Видно у кожній роботі. В принципі, для мене вони всі неймовірні. Лидия Полянская, Ислам Пинка, Заман, АТР. На этом пока все. После «Заман» смотрите прямой эфир программы «Майбутнє Крыму». Лариса Волошина обсудит с гостями студии информационную политику Украины по Крыму. Не пропустите, это должно быть интересно. Будьте с нами и всего доброго.